Маршал Душук, здравствуйте. С вами Табар Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит Новости 7 на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Итак, смотрите сегодня. Всякая ссора красна мировою. Россия и Турция подружились. Как будут развиваться дальше торгово-экономические связи и что думают об этом эксперты? Это усиливает обе страны. Одна дополняет другую. Сотрудничество предстоит и в борьбе с терроризмом, в строительстве и других сферах. Мы тоже ждем открытия чартерных рейсов. Чечня выразила готовность поддержать страну в реализации соглашений, достигнутых в Санкт-Петербурге. Грозный примет очередную международную конференцию. Кто такие последователи суннизма? Ученые-богословы, известные во всем мире, обсудят самые злободневные вопросы. Что значит сунна, к чему приводит несоблюдение примеров посланника Аллаха и кто такие последователи иблисского государства? Республика в преддверии выборов. Главная – безопасность, объективность и прозрачность. Каким будет единый день голосования и как правильно заполнить бюллетени? Будут размещены на информационных стендах в каждом избирательном участке. Избирательные участки готовятся к открытию, а народ к выполнению гражданского долга. Бить тревогу рано, но предпринять меры в самый раз. Заболевание животных нодулярным дерматитом может стать серьезной проблемой. Болезнь мало изучена, она не характерна для наших территорий. Поголовье КРС сократилось, мелкие хозяйства несут убытки, страдает и местный бюджет. О том, как бороться с болезнью и откуда она вообще взялась, в интервью нашей программе. Биноевская весна. Нажаюрт готовится к грандиозному событию. Национальный фестиваль, посвященный памяти первого президента, пройдет высоко в горах ровно через неделю. 425 участников, по 25 человек с каждого района. Восхождение на гору, конкурсы, концерты, и это только часть представления. Пожалуй, главной новостью недели стал мир между Россией и Турцией. Президенты двух стран встретились, поговорили и решили забыть все обиды и возобновить сотрудничество во всех сферах. Глава Чечни назвал это решение мудрым и подчеркнул, что встреча в Санкт-Петербурге стала исторической. Кроме того, наша республика готова помочь в реализации некоторых соглашений, особенно в борьбе с терроризмом. Чеченский опыт стал примером для многих стран. Тому доказательство международный саммит, который не так давно проходил в Грозном. Итак, о встрече Путина с Эрдоганом и вытекающих из нее последствиях Ислам Магомадов. Эту встречу турецкий лидер искал вот уже несколько месяцев. Владимир Путин встречает Реджепа Эрдогана в Санкт-Петербурге. Сразу становится ясно, и Россия, и Турция настроены на положительный исход политического кризиса между двумя странами. Главы государств обсуждают восстановление сотрудничества в политике, торговле и энергетике. Мы с вами хорошо знаем, что за предыдущие годы уровень и характер отношений между нашими странами достиг беспрецедентно высокого уровня. Однако после известной трагедии, в результате которой погибли наши военнослужащие в ноябре прошлого года, они скатились на очень низкий уровень, деградировали. Но вместе с тем, ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновление нашего диалога, восстановление отношений во имя интересов народов Турции и России. Ожидания от встречи оправдали себя. Санкции России после сбитого Турцией самолета сильно ударили по экономике страны. Прежде всего, ограничения коснулись сферы туризма. Турпоток из России сократился на 98%. Также под запрет попали овощи и фрукты. Была прекращена работа турецких строительных компаний в России. Удар по рынку товаров и услуг с объемом до 45 миллиардов долларов. Теперь же Эрдоган опирается на многолетнее сотрудничество между Россией и Турцией и выражает надежду на скорейшее снятие санкций. Потому что турецко-российские отношения действительно вошли в положительное русло. Наш процесс по определению таких огромных целей вам и мне известен. İnanıyorum ki şimdi attığımız ve atacağımız bu adımlarla çok daha farklı sürecin içerisine gireceğiz. Я верю, что теми шагами, которые мы с вами вместе совершим, мы начнем еще более расширяющий процесс.
Встречу Путина и Эрдогана прокомментировал и Рамзан Кадыров. В своем инстаграм глава Чечни подчеркнул, что внимательно наблюдал за диалогом глав государств. По его мнению, основной итог – отношения между Турцией и Россией вошли в положительное русло. Кадыров также считает важным то, что были озвучены не только планы сотрудничества в области экономики, но и совместной борьбы с терроризмом. Это должно оказать положительное влияние на события в соседнем регионе, где господствуют террористические организации. Несколько месяцев напряженности нанесли России и Турции громадный ущерб, исчисляющийся миллиардами долларов. Но есть воля и желание начать новый этап. Он включает в себя все сферы – туризм, торговлю, строительство, турецкий поток и многое другое. Мы приветствуем договоренности в Петербурге и готовы внести свой вклад в их реализацию. Ежегодно из Турции в Россию привозили текстиль на 700 миллионов долларов. Чтобы выйти на этот уровень снова, придется потратить несколько лет. Ну а вот работы над газопроводом «Турецкий поток» и первой в истории Турции атомной электростанции возобновлены. Значительный ущерб от российских санкций понесли и фермеры – 600 миллионов долларов. 5 миллиардов потеряли турецкие строители. Кстати, что касается Чечни, то здесь многие бизнесмены лишились возможности участия в инвестиционных проектах. Также была закрыта дорога на многие строительные площадки региона. Это действительно был удар в спину. Это были нарушены надежды, нарушены связи, экономика и так далее. Да. Но приходит осмысление и приходит реальность, то есть необходимость. Объективная реальность, она заставляет подходить чуть по-другому, чем сгоряча. Вот. Что касается Рамзана Ахмадовича, разумеется, у него огромный авторитет в Турции. И не только огромный авторитет. И все сложные стройки в мире, в том числе у нас, это делают турецкие строители. Они лучшие в мире. Там, особенно по строительству мечети и так далее. Рамзан Ахмадович об этом всегда отмечал и говорил, что есть очень многое, что нас связывает. И заметьте, даже после сбитого самолета и очень такой жесткой оценки, он сразу добавил: никаких претензий или изменения отношений к турецкому народу у чеченцев нет и не будет никогда. Помимо торговых отношений, жителей республики интересовал и вопрос туризма. Средиземноморские пляжи Анталии привлекали огромное количество желающих отдохнуть на море. Местные туроператоры надеются на открытие чартерного рейса из Грозного. Тем более, что после снятия запрета интерес к Турции резко возрос. До вот этого кризиса, да, политического, 70% наших жителей практически предпочитали Турцию, так как это зависит от низкой стоимости на путевки, то есть система все включено, индивидуальный подход к сервису. По этим критериям больше всего наши жители выбирали Турцию. В момент, когда открыли непосредственно регулярные рейсы на Турцию, да, в этот момент резко на 30-40% увеличился спрос на Турцию. Для того, чтобы отношения между Россией и Турцией вышли на прежний уровень, придется потратить несколько лет. Это тяжелый процесс, который требует усилий как с одной, так и с другой стороны. После попытки государственного переворота Анкара поняла, что поддержки заокеанских друзей ждать не стоит, и в срочном порядке решила наладить отношения с надежным и проверенным партнером. Ислам Магомадов, Магомед Сулейманов, Новости 7. Чечня готовится к выборам. 18 сентября, как и по всей стране, в республике пройдет единый день голосования. Будут выбирать главу региона, депутатов Госдумы и местного парламента. На неделе Рамзан Кадыров еще раз подчеркнул, что выборы должны быть объективными и прозрачными. На избирательных участках работа вот-вот начнется. Свои двери в этот день откроют 449 территориальных пунктов. Подробнее о подготовке, кандидатах и правилах голосования Магомед Салтымурадов. В единый день голосования в Чеченской Республике пройдут 199 избирательных кампаний 3 уровней – федеральные, региональные и муниципальные. Выборы главы Чеченской Республики, выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 7-го созыва, досрочные выборы депутатов парламента Чечни 4-го созыва и выборы в представительные органы местного самоуправления Чеченской Республики. К предстоящему дню голосования, как уверяют в местном избиркоме, практически все уже готово, даже пригласительные отпечатали. В нашем Старопромысловском районе есть зарегистрировано 38 458 избирателей. Для каждого избирателя вот такие красочные приглашения. Мы будем их раздавать накануне дня голосования. 18 сентября в Чеченской Республике откроют двери 449 избирательных пунктов. Еще 19 на территориях воинских частей, больниц и следственных изоляторов. Тем, кто не сможет прийти в этот день на участок, как обычно, выдадут открепительные удостоверения. С 3 августа этого года по 6 сентября
будут выдаваться открепительные удостоверения по выборам депутатов Государственной Думы, по выборам главы Чеченской Республики и по выборам депутатов парламента Чеченской Республики. А с 7 сентября по 17 сентября открепительные удостоверения будут выдаваться на участковой избирательной комиссии на избирательных участках. Для участия в голосовании выдвинулось много кандидатов, поэтому ожидается высокая конкуренция. На выборы главы Чеченской Республики зарегистрировано 4 человека. В Госдуму от Чеченского избирательного округа выдвинулось 5 кандидатов. В парламент Чеченской Республики 4-го созыва 208 человек. В органы местного самоуправления 2275. На данном этапе все они проверку прошли на соблюдение требований законодательства. Единственный отказ у нас был политической партии коммунистов на выборах депутатов города Грозного. Они нарушили порядок выдвижения кандидатов, поэтому им комиссии пришлось отказаться в регистрации. В рамках избирательной кампании в этот день состоятся выборы в Совет депутатов города Грозного. На 27 мандатов претендуют 92 человека. Я уверен в том, что выборы пройдут на достойном уровне. Честно, прозрачно, как указано в законе, тайное голосование будет соблюдено. Подготовка к предстоящим выборам на неделе обсуждалась на расширенном совещании с участием представителей органов власти и общественности под председательством главы Чеченской Республики. Рамзан Кадыров призвал избирателей активно проявлять гражданскую позицию. Это долг каждого уважающего себя члена общества. Iman galdaki dönelle hooghouden, zutchen dagwat wij dan, echt een beeste bochig wat de match dan, dagwat die zutchen bochig dan, wij gal ook wij dan. Ze dan die gaat er dan, wij die als wibers kan zeggen, dus komen nog geen dan, komen geen bazudrie, komen geen geld dan. Arabel shey, kharjam ba, zien lutchen kajstas. Избиратели Чеченской Республики получат максимум 6 бюллетеней, в зависимости от того, где какие выборы. 2 для голосования за депутатов Госдумы страны, еще 2 для органов местного самоуправления, для парламента республики и выборы главы региона по 1. Последние 2 бюллетеня еще на стадии разработки, остальные уже утверждены. Всего 6 бюллетеней будет. Ну, не всех они будут. Где-то прошли в прошлом году какие-то выборы досрочные, местные, понимаете, там уже поселенческие выборы не будут. Например, если взять село Новобино, взять, город Гудермес взять, так, там в прошлом году были выборы. Там уже, например, жители города Гудермес за горсовет голосовать не будут. Так что у них будет только 5 бюллетеней. 2 госдумовских, глава парламент и Гудермесский райсовет. Вот. Где-то будут все 6. Выборы должны пройти максимально прозрачно, без каких-либо нарушений. Это главное условие легитимности, считает Рамзан Кадыров. А предвыборная гонка должна быть, безусловно, конкурентной, но честной. Выбор прозрачный, شارع ونح تحبلوا تنقل يقن وفتك إخا مخيئا الله والله بوس إذا تسوه قويتون أجيشا هو نيق مستغل قويتون تقروش كحقا صوتك واس دقدي إنا هو خلاتون خلجي تسوه شيري ونح شادات سخلال قويت يرت دابيق ريون داس أسا دون يقدر دون شيت دون هو دون هو دون خلص زابر بيشبه مقردو الأرور فوق أصابه يتويبر دي أنشتغل يتس بورش بالقاش بيوين حالة بيشبه سندل دونا غلواري ونا يرتا شابلي جدو أني نسيت أتويت سنس زويبر داستون صار أرادو لرد ديس صار دونا نفسي 100% دونا абсолютно равноправие дона демократия прозрачность массово выходишь дона. Явка избирателей на выборах в Чечне традиционно одна из самых высоких в стране. Это результат правильной политики руководства региона и активной гражданской позиции населения.
Да, могла масар, кашто сарбо масар, араб, алаба, кашто сарбо койнах. Истхуал, азам адама ялла. И 100% активно аравал, шавик тунга нутгал йойч маяти хархарджа и харжбош, теяч. Тун выбор юқи, и необходимостью, и обязательно хлиш выбор. Предстоящим выборам в Чечне приковано огромное внимание. Глава республики поставил перед избиркомом серьезную задачу – организовать и провести самые демократичные и объективные выборы в стране, даже без единого нарушения. Магомед Салтумарадов, Магомед Сулейманов и Алаш Аздамиров. Новости 7. Еще одно громкое событие, но уже в этом месяце ожидается в столице республики. Грозный на пару дней вновь превратится в центр мира. Известные ученые и богословы приедут, чтобы поговорить о суннизме. Как важно следовать сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и к чему может привести несоблюдение его тариката. Международные конференции в Грозном каждый раз поднимают самые злободневные и наболевшие вопросы. И каждый раз сюда приезжают самые известные и уважаемые алимы. Итак, вспомним вместе с Исламом Магомадовым. Грозный готовится к приему участников ежегодной исламской конференции. Вот уже на протяжении 10 лет в Чеченской республике собираются видные богословы со всего мира. Можно смело сказать, что Грозный стал не только центром мира, но и центром, где решаются наиболее острые проблемы мусульман. Оттого подход к организации на самом высшем уровне. Рамзан Кадыров лично возглавляет оргкомитет. Конференции Россия почалканач о вещь значимые дона, и исторически да, мусульмана дона, да печать того дона, конференции туда оргкомитет дона, кайкна цыга дона, табая аба содона, нахбу бакан дона, вез ит элем так дона, туэл элем нахбу дона, على почалк шли кайча дона, да молавы, доктиш дона, шейх жифри дона. Egyptier tuello eldana, elem nach Mosudana, és borbu elvei. Tehát bilgol bekábul, és bák ses don lech bu zainteresovani bu, és lech bu vei markai hondaci. Ahmad Hashmin baba, dar az baba dölti és elvei, és nyelvti don, tehát wahbelen bal bukhbu dona, és khadai zaita dona. Tehát dokudic. Очередная встреча известных богословов мира будет посвящена 65-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Роль первого президента возрождения суфизма отмечают авторитетные богословы. Именно это и стало залогом процветания и мира на чеченской земле. Сегодня о благоприятно сложившейся ситуации в регионе говорят в самых разных странах мира. Мусульманские ученые все больше и больше изъявляют желание побывать в республике, где за короткие сроки не осталось ни одного радикального течения. لخر علمناه بقى علمناه إذا في سميرني كونفرنسي غيروناش مصو كونتيننت إيرا مصو بتشالخش كربو شحيش بو قتير كورت أهل السنة والجماعة بوش بولشنيخ كورت علم سقلور شولو شيخ الأزهر إمام الأكبر أحمد الطيبو إشت بقى علمناه أسن غير مصنع علمنا باركنا أهل السنة والجماعة منشبو عقيدة أوان كهارة فقه أوان كهارة تصوف أوان كهارة شميل شبو ستسم بير بولشا ستسم خيل بال شولت ياها أصنيق تيا ووتش وجا إيش سكتانش بويلا خو إيش أستيبان شيخا تن بوسو الدين هدو يوقي يحكي يوشو تيجي شو يوق أستم بير بولشا أندش يا بايد حبير بولش كونفرنسي يوز. Впервые подобная встреча богословов состоялась в Чечне еще в 2007 году. В рамках миротворческого форума «Ислам, религия, мира и созидания» в Гудермес прибыли представители 11 стран мира и более 20 регионов России. В конференции приняли участие более 200 религиозных деятелей. Главные вопросы, которые обсуждались – противодействие экстремизму и терроризму. Сегодня мы обязаны доказать, что мусульмане были, есть и будут миролюбивой частью этого мира. Только общим усилием мы можем бороться с проявлением ксенофобии, с межнациональной ненавистью и с религиозным экстремизмом. Мы должны помнить тех, кто отдал свои жизни во имя будущего и чистоты ислама, и хранит мир и благополучие на земле всеми силами, которые дал нам Всевышний. А уже в 2010 году на проходившей в Грозном исламской конференции «Место и роль суфизма в исламе» было решено сделать ее ежегодной. В ней приняли участие религиозные деятели из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Главной целью проведения форума – это понятие сути и значения суфизма на основе Корана и сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, расширение исламского просвещения и устранение чуждых нововведений. Мусульманин не должен сидеть сложа руки, должен помогать
во всех проблемах соседа. То, что проводят конференцию в честь дня рождения великого религиозного деятеля, политика, первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадирова, это очень важно, потому что мы не должны забывать таких людей, таких ученых, патриотов, героев, чтобы наши подрастающие поколения воспитывались, исследовали таким людям. В следующих конференциях «Ислам, религия, мира и созидания» поднимались такие вопросы, как мусульманский мир и Россия, религии, религия и власть в условиях современного мира и права и возможности мусульман в светских государствах. С каждым годом количество участников и географический охват приобретает все больший масштаб. На самом деле конференция, которую намечают провести в конце этого месяца в Чеченской Республике, она очень актуальна. Проблемы, которые планируется поднять на конференции, они значимые, они сегодня важны не только для чеченцев, не только для Чеченской Республики, но для и всех мусульман и Кавказа, и всей России в целом. Потому что, к огромному сожалению, сегодня мы видим, что продолжаются работы по дестабилизации ситуации, обстановки внутри мусульманской умы в республиках Северного Кавказа, и этому прилагается максимум усилий именно под той риторикой, которая будет поднята на этой конференции. Здесь будут на самом деле люди, которые приобрели имя своим знанием, своим опытом, своим примером. То есть я надеюсь, что на самом деле это возымеет какое-то сильное такое воздействие и на подрастающее поколение, и на мусульман, и вообще на жителей наших республик в целом. Это в первую очередь объединение всех здоровых сил, исламских сил против тех проблем, которые мы сегодня видим, против радикализации, против экстремизма. Чеченская республика примером для регионов может быть во многом. Я считаю, что вот форумы такого рода, они обязательно плодотворны. Обязательно остается положительный эффект от этого. То, что люди собираются вместе, обсуждают проблемы, они есть сегодня, они накопились и находят выход из этих проблем. Это большая польза. Стабильность на Кавказе никому не нравится из наших недругов, это же тоже однозначно. И теми или иными путями они будут стараться, чтобы этого не было. Вот это как противоядие, это как противовес, это как гарант нашей стабильности. Среди гостей предстоящей конференции муфти Дамаска шейх Аднан Айфуни, который является одним из самых уважаемых богословов. В свое время окончил Исламский университет, магистратуру, читает проповеди и участвует в разных конференциях. Муфти Египта шейх Али Джума. В 1985 году он получил степень магистра в университете Аль-Азхар, в которой изучил фикх, арабскую грамматику, декламацию Корана и методологии хадиса, а позже стал доктором. Его проповеди пользуются большим спросом во многих странах мира. Впервые в России в исламской конференции примет участие известный во всем мире богослов шейх Ахмад Мухаммад Аль-Таиб. Верховный имам престижного мусульманского университета Аль-Азхар возглавил список самых влиятельных мусульман 2013 года. Он считается одним из самых умеренных суннитских священнослужителей в Египте. Его предки были суфиями, и он выразил поддержку глобальной суфийской лиги. دنيا شعار بقول الحبة وخشل بال كيش ما ده الأنهية تمسح بتش عدين خندش لج أمران تيح بس أركم تدق شوش هزني اسم مسارة جو ده غلوسوش ده البربانس بوحدك حبة وخش بال. Приедет в Грозный и авторитетный религиозный деятель, советник по делам религии президента Египта шейх Усама ас-Сейд Аль-Асхари. Священный Коран он выучил наизусть еще в детстве. В конце 20 века получил диплом бакалавра университета Аль-Асхар. Всю свою жизнь он посвятил изучению религии. Получил от более 300 шейхов и джазу право на преподавание и иснады хадисов, восходящие к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Кроме того, он написал множество книг религиозного содержания. Ожидается и приезд Мухаммада Сакков, который является потомком пророка, саллаллаху
саллаллаху алейхи вассалям, от Хусейна ибн Али ибн Абу Талиба и Фатимы бинт Мухаммад. Он воспитывался у видных мусульманских ученых и изучал шариатские науки. Взяв разрешение у своих духовных наставников, он начал проповедовать в разных странах мира. Его призывы звучат в Кении, в Америке и в странах Персидского залива. Помимо этого, он также автор многих книг, в том числе в области тафсира и хадисоведения. Международная исламская конференция «Кто такие последователи суннизма?» по мнению организаторов, даст ясные ответы на многие вопросы, волнующие исламский мир, и поможет провести черту между теми, кто пытается очернить ислам, и истинными последователями Корана и сунны пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Форум откроется 25 августа и продлится 2 дня. Ислам Агамадов, Магомед Сулейманов, Алаш Аздамиров. Новости 7. Подробнее о предстоящей конференции поговорим с советником главы Чеченской Республики, известным богословом Хафизом Адамом Шахидовым. Машвой. Тема этой конференции – кто такие последователи суннизма? Как выбрана эта тема и, на ваш взгляд, насколько важно ее обсуждение и что вы ждете от этой встречи? Как вы подчеркнули, тема нашей конференции – кто они последователи суннизма? Мы видим и слышим в последнее время, в частности, в некоторых регионах Российской Федерации, да и во всем мире, можно сказать, кто-то пытается сказать, что он истинный последователь сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а те, кто ему противоречат, они все заблудшие сектанты. И большое количество мусульман и большинство ученых мусульман в области суннизма в настоящее время, скажем, всегда подчеркивают, что большое количество мусульман и ученых из 1,5 миллиарда мусульман всего земного шара, они являются истинными последователями суннизма. Мы знаем, что на сегодняшний день существуют некоторые сектанты среди мусульман, которые обвиняют других в неверии, считают их нововведенцами, заблудшими. Эти, как псевдосалафиты-ваххабисты, они обвиняют всех, кто против них, в неверии, в заблуждении. Говорят, что мы могилопоклонники. Говорят, что мы пали в неверие из-за того, что мы уважаем и любим и ценим наших святых великих авлияов, которые передали нам сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, через красивые нравы, через поминание Всевышнего Аллаха. И мы видим, как подрастающее поколение, которые были не воспитаны в области религии, скажем, в последнее время из-за второй кампании войны, в первой кампании войны, были разрушены школы, институты, образование у нас пошло на ноль. И мы сейчас все это возрождаем, светское образование и религиозное образование на высшем уровне. Поэтому, чтобы подрастающее поколение, у них был такой научный юридический документ перед ними в истории будущего нашего народа и народа всех России, в частности мусульман, чтобы они все знали научно-юридически, кто они такие истинные последователи сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, кто они такие истинные, искренние последователи пути сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, чтобы они следовали их пути. И поэтому то, что мы ожидаем от этой конференции, это словами просто так не объяснить. Это историческая конференция, которая подаст нам такой большой, обоснованный, мощный, такой сильный научный юридический документ, что каждый мусульманин Российской Федерации сделает себе выбор после этого, если у него до этого было какое-то сомнение, кто они такие последователи сунны пророка Мухаммада, алейхиссалям, а кто они такие сектанты и заблудшие. Наша конференция играет очень важную роль в жизни всех мусульман Российской Федерации. Конференция всегда собирает много известных богословов из разных стран мира. Вот, на этот раз сколько человек ожидается и кто они? Более 30 государств будут участвовать на нашей конференции. Самые сильные, выдающиеся ученые, которые представляют самые авторитетные, мощные суннитские образовательные школы, университеты, институты. Возьмем самый древний институт, который представляет
умму пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, который представляет истинный суннизм, это Джамиат Аль-Азхар, это университет Аль-Азхар. Этот университет существует более 1000 лет. И шейх Аль-Азхар, это, скажем, такой научный, такой, можно сказать, такой титул, такое высокое название этому человеку, который представляет такой древний, такой научный, такой мощный институт, который вырастил и воспитал множество выдающихся ученых исламской уммы. Умма пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Это во главе шейха Аль-Азхара, профессор шариатских наук, шейх Ахмад Ат-Таиб, его называют Аль-Имам Аль-Акбар и шейх Аль-Азхар. И муфти Египта Шауки Аллам и бывший муфти Али Джумуа, советник президента по религиозным вопросам доктор Усама Халисабед Аль-Азхари и многие другие ученые из Марокко, из Туниса, из Алжира, из Саудовской Аравии, из Сирии, из Иордании, из Европы, и ученые из России, муфти, СНГ. Вот мы захватили основные части всего земного шара, те школы, те представители, те руководители тех организаций, религиозных, научных организаций, научных школ, которые представляют истинный суннизм на сегодняшний день. Как относятся известные богословы к тому, что такого уровня конференция проходит в нашей республике? И что это значит для нас? Лет 10 назад, когда мы хотели организовать первую конференцию, известные богословы исламского, арабского мира, они боялись приезжать в Чечню. У них не было достоверной информации о нашей ситуации, нашей республике. Но после нашей работы во главе с Рамзаном Ахматовичем и нашим духовенством мы смогли донести истинную, правдивую информацию до наших братьев-мусульман в арабском исламском мире. И после этого наши уважаемые богословы потихоньку начали навещать Чеченскую республику. Но после того, как мы организовали в 2014 году такую мощную конференцию с известными учеными, богословами исламского арабского мира, они своими глазами они увидели на самом деле, чего мы достигли, что у нас было лет 5-10 назад. За такое короткое время ту ситуацию, которую мы достигли, они считают это чудо, они называли таким образом. И поэтому они после того, как они уехали в свои города, на родину, скажем, они начали передавать то, что они видели своими глазами. И после этого все богословы, все ученые исламского мира, в частности авторитетные, выдающиеся ученые, они сами изъявляют желание, чтобы навестить Чеченскую республику. Они знают, что наш первый президент Ахмад Аджи-Кадыров, он стал шахидом на пути Всевышнего Аллаха, спасения своего народа, свою религию. Он стал идеологически, физически на священный джихад против международного терроризма, ваххабизма. И он со своим сыном и со своей командой он победил этот международный терроризм. И поэтому наша практика, чеченская практика по борьбе с терроризмом, она работающая практика, днем и ночью она не останавливается. И наше выступление, когда нас приглашают с нашим уважаемым муфтием Салом Хаджи в международных конференциях, они спрашивают, мы читаем лекции на их конференциях, доводим до них нашу чеченскую практику, как мы достигли до этого прекрасного мира. Они сами изъявляют желание, чтобы теоретически изложить чеченскую практику и дают советы даже распространить ее, где живут мусульмане, чтобы люди знали, что такое истинный ислам. Ислам — это умеренный, прекрасный ислам, радикального ислама и нету. Поэтому они знают, что на сегодняшний день это единственный регион, не только в России, и во всем мире, где нет разных политических, религиозных течений. Тут во главе с Рамзаном Ахматовичем и с нашим духовенством, да в целом и народом Чеченской республики, наши богословы, ученые, единым голосом, они заявляют, что мы против псевдосалафизма, что мы против ваххабизма,
Мы не хотим никаких политических религиозных течений, чтобы они существовали на чеченской земле, чтобы там распространить эту смуту, чтобы у нас была снова война. И мы одним голосом это заявили. Мы держим эту систему благодаря Всевышнему Аллаху и потом трудам и большим необъяснимым усердием главы республики и с его командой. Мы держим эту ситуацию прекрасно. Мы видим, как разные туристы, разные гости приезжают в Чеченскую республику. Они видят нашу красоту, они видят нашу стабильность в области религии, в области прекрасной жизни. И поэтому все, что сейчас передается в правильной, в правдивой форме для наших братьев и гостей в арабском мире, поэтому они все изъявляют желание, чтобы присутствовать, участвовать на нашей конференции. К сожалению, мы не можем всем им ответить. Почему? Потому что желающих очень много. Это я не преувеличиваю. Можем показать их просьбы, которые они присылают нам через интернет, через наши сайты в Instagram или WhatsApp или в другие средства, которые мы используем, чтобы иметь всякие научные отношения с нашими уважаемыми богословами в арабском исламском мире. Ну, чтобы ситуация такой была, огромная работа, как вы сказали, проводится в республике. Шудал, это был суд, Это был советник главы Чечни Адам Шахидов, а мы продолжаем. До начала нового учебного года осталось 2 недели, и как республика готовится к нему, проверял на неделе федеральный министр. Глава Минобразования России Дмитрий Ливанов встретился с Рамзаном Кадыровым, посетил образовательные учреждения и принял участие в ежегодной августовской конференции. По его словам, качество образования в республике по сравнению с прошлыми годами повысилось, но все еще остается проблема с нехваткой школьных мест. Затронул министр и другие актуальные вопросы. Подробнее Магомед Салтамурадов. В последний раз министр образования и науки страны посещал Чеченскую республику в 2014 году. Времени, казалось бы, прошло совсем немного, чтобы можно было говорить о каких-то серьезных переменах в сфере образования. Однако, как заверил Дмитрий Ливанов Рамзан Кадыров, в республике все же есть чем похвастаться. Но прежде чем головой погрузиться в работу, глава республики устроил для федерального министра экскурсию по горам Нажаюртовского района. Так сказать, приятная пауза перед началом официальной части визита. Второй день приезда Дмитрия Ливанова выдался настолько насыщенным, что уже с утра пришлось включиться в работу. Наравне с успехами в регионе по-прежнему существует ряд проблем. Одна из главных – трехсменная система обучения. В республике строится огромное количество школ, но из-за высокого демографического роста посадочных мест критически не хватает, рассказывает директор 8-й школы Гудермеса, в которой они понаслышке знают об этой проблеме. Сколько в классе у вас? Накопляемость 26, 28, посадочных только 24. Приходилось приспосабливаться, подставлять стулья третьих партам и заниматься в третьей. Ну вот очень тесные условия. И даже гардеробную мы под класс переоборудовали, вешалки вынесли в кабинеты. Проблема действительно существует, согласился Ливанов и пообещал посодействовать в ее решении. Центр образования, что открылся в соседнем поселке Дружба на 600 посадочных мест, уже позволил заметно разгрузить несколько школ, которые работали в 3 смены. Объект построили в рамках реализации государственной программы по развитию Северокавказского округа на период до 2025 года. До сих пор в Гудермесе 919 учащихся занимались в 3-ю смену. С вводом новой школы их количество сократится на 214 детей. Это хороший результат. Я поздравляю всех с открытием школы, желаю педагогам, ученикам и их родителям успешного учебного года. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, сегодня очень важное событие в жизни всех, без исключения жителей Гудермеса, открытие этой новой школы, этого центра образования на 600 мест. Это то, что делает республика, руководство республики, для того, чтобы создать современные, комфортные условия для обучения каждого ребенка, каждого школьника. Мы считаем, что стандарты образования в Чеченской республике, на Северном Кавказе в целом должны быть не хуже, чем в среднем по Российской Федерации. Это значит, что именно здесь
будет сделан основной акцент, основной упор на решение задачи создания новых мест в школах, строительства новых прекрасных школ, таких как эта. В образовательном центре созданы все условия для учебы. Помимо основного корпуса, трехэтажное здание включает в себя еще один, где располагаются спортивные и актовые залы, столовая и 2 компьютерных класса. Условия действительно хорошие, отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Действительно, очень много делается в Чеченской Республике на благо развития школьного образования, на благо развития высших учебных заведений. Объективно проходит государственная итоговая аттестация, и мы видим, что каждый год улучшается качество образования, улучшаются условия обучения. С наступающим праздником 1 сентября. Удачи, успехов! Федеральный министр принял участие и в открытии бассейна в строящемся студенческом городке Чеченского государственного университета. Технические характеристики позволяют проводить здесь соревнования международного уровня. Я с гордостью хочу отметить, что Чеченский госуниверситет единственный вуз в Российской Федерации, который имеет 2 бассейна. Я надеюсь, и во многим другим направлениям тоже мы будем единственными. Рамзан Ахматович, это исключительно ваша заслуга от имени коллектива Чеченского госуниверситета и от имени студентов Чеченского госуниверситета. Хотим вас поблагодарить за постоянную помощь, за вклад и поддержку, которую вы всегда оказываете Чеченскому госуниверситету. И мы рады, и мы гордимся, что у нас есть такой почетный профессор, как вы, Рамзан Ахматович. Уважаемый Дмитрий Викторович, мы вас благодарим за понимание, за терпимость, за поддержку. Надеемся, такие же высоты мы будем достигать и на качестве образования, и в научном плане. Я что могу добавить? Будем плавать, но... Раньше говорили учиться, еще учиться, сейчас будем плавать, еще плавать. Да здравствует ЧГУ с 2 бассейнами. Заниматься плаванием в новом бассейне смогут не только студенты и сотрудники вуза, но и все желающие. Помимо бассейна в спортивно-оздоровительном комплексе предусмотрен еще и тренажерный зал. По мнению Дмитрия Ливанова, открытие таких объектов при вузах – дело полезное. Дело здесь не только в том, что это 2-й бассейн в Чеченском государственном университете. Дело еще и в том, что это часть того студенческого кампуса, который будет создан здесь, на этой площадке. И спорт в жизни любого университета, в жизни любого студента – это очень важная часть, которая нужна и для укрепления здоровья, часть, которая нужна для воспитания, часть, которая нужна для физического развития. Я думаю, что этот бассейн, он самый современный, он оснащен всем необходимым. Здесь есть и спортивные залы, будет многие-многие годы служить студентам и преподавателям ЧГУ. Рамзан Ахматович, вам большое спасибо как руководителю республики за заботу о системе образования, в том числе и высшего образования, потому что без вашей поддержки, без софинансирования из республиканского бюджета этот проект не мог бы состояться. Об успехах в образовательной сфере Чечни и важных шагах, которые необходимо сделать для более качественного роста уровня обучения чеченских школьников, говорили на ежегодной августовской педагогической конференции. Строительство новых школ, как заверил глава республики, остается приоритетной задачей. Рамзан Кадыров не мог просто не сказать об итогах ЕГЭ, которые в этом году, безусловно, порадовали. Хочу сказать о результатах итоговой аттестации выпускников. Их удалось улучшить благодаря реализации проекта «Я сдам ЕГЭ». При активном содействии Рособорнадзора России. Уверен, что работники сферы образования снова покажут слаженную работу в целях повышения уровня образовательных услуг. Дмитрий Викторович, я благодарю вас за внимание и помощь по всем актуальным вопросам. Это помогает нам динамично продолжать процесс модернизации системы образования республики. Одно остается неизменным. Школа держится на мастерстве и терпении учителя, на его любви к ученикам. Я желаю всем педагогам больших успехов в работе. С первых дней внедрения единого государственного экзамена в образовательную систему страны в Чечне отнеслись к этому вопросу со всей серьезностью, что позволило учесть ошибки и устранить их. Говорил Дмитрий Ливанов также о планах. В ближайшее время на общественное обсуждение вынесут много интересных, а главное, нужных проектов. Это и введение системы учительского роста, стандарты работы с физически ограниченными и умственно отсталыми детьми. Следующее важное поручение, которое было дано президентом по итогам Госсовета, касается
продолжение работы по контролю за проведением единого государственного экзамена. Эта работа продолжается во всех без исключения регионах. Уже 3-й год единый экзамен проходит максимально объективно. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в организации проведения единого государственного экзамена в Чеченской Республике за очень хорошо организованную, слаженную работу. Сферу образования, как и сам регион, пришлось возрождать с чистого листа. Естественно, было нелегко, особенно в начале пути. Но сегодня можно смело сказать, что все те шаги уже дают результат. За последние несколько лет образовательная система Чечни сделала большой шаг в развитии, что позволило переключиться от количества на качество образования. Арзаман Ахматович, хочу выразить вам огромные слова благодарности за то внимание, которое вы уделяете единому государственному экзамену, внимание тем нашим федеральным общественным наблюдателям, которые приехали из Ростовской области в Чеченскую Республику, за те комфортные условия, которые были созданы. Я надеюсь, что такая же работа и мы на следующий год продолжим. Лучших учителей министр образования и науки страны отметил ведомственными наградами. 14 педагогов стали почетными работниками общего образования. А главе республики Ливану присвоил звание почетного работника молодежной политики Российской Федерации. За значительный вклад в дело воспитания молодежи, большой успех в сфере реализации государственной молодежной политики присвоит почетное звание. Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации Кадырову Рамзану Ахматовичу. Проблема трехсменной системы обучения существует в ряде регионов страны. Ее решение должно быть повсеместным. Одних только региональных сил для этого недостаточно. И федеральный центр готов протянуть руку помощи. Но опять-таки для этого потребуется немало времени – 10 лет. Именно настолько рассчитана реализация программы по строительству и реконструкции учебных заведений. Магомед Салтмурадов, Алаш Аздамиров, Новости 7. А теперь коротко о других заметных событиях недели. Глава республики и председатель правительства обсудили вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров интересовался, как продвигается работа по улучшению качества оплаты труда работникам муниципальных и бюджетных сфер. По словам премьера, в настоящее время идет актуализация налогооблагаемой базы, планируется сокращение некоторых бюджетных расходов, и в следующем году заработная плата будет повышена. Также планируется продолжить реконструкцию Капустинского водохранилища, с запуском которого удастся ввести в севооборот 27 тысяч гектаров земли и создать дополнительные рабочие места. Говорили также о выходе Чечни на внешний рынок. Для этого необходимо развивать торговые отношения, отметил Рамзан Кадыров. На встрече с богословами глава республики подчеркнул, что работу по противодействию экстремизму необходимо усилить. По словам Кадырова, лжеидеологи пользуются отсутствием глубоких религиозных знаний у молодежи. Этот факт становится ловушкой для неокрепших умов, которые служат пушечным мясом в руках террористов. Чтобы этого избежать, необходимо подготовить знатоков исламской религии. Рамзан Кадыров призвал усилить работу по обучению молодых людей. Здесь же житель селения Герменчук Шаиб Тутаев признал ошибочность своих суждений и экстремистский подтекст проповеди. Он вернулся на родину после долгих лет разлуки с семьей, поняв, что выбрал неправильный путь. Рамзан Кадыров посетил с инспекцией селения Сайсан по поручению главы республики. Здесь развернута масштабная реконструкция. В ходе работы будет полностью отремонтирована дорога, ведущая к зиярту великого эвлия шейха Ташу-Хаджи. Построят 2 моста, один из которых возводится на средства регионального фонда имени первого президента. Кроме того, здесь благоустроят улицы. О ходе работ главе рассказал ответственный за восстановительные работы в Сайсане Мохмед Ахмадов. По его словам, ведется работа по укреплению склонов, которые подвержены оползням после ливневых дождей. Далее в нашей программе. Бить тревогу рано, но предпринять меры в самый раз. Заболевание животных нодулярным дерматитом может стать серьезной проблемой. Болезнь мало изучена, она не характерна для наших территорий. Поголовье КРС сократилось, мелкие хозяйства несут убытки, страдает и местный бюджет. О том, как бороться с болезнью и откуда она вообще взялась, в интервью нашей программе. Биноевская весна. Нажиюрт готовится к грандиозному событию. Национальный фестиваль, посвященный памяти первого президента, пройдет высоко в горах ровно через неделю. 425 участников, по 25 человек с каждого района. Восхождение на гору, конкурсы, концерты, и это только часть представления.
Заболевание животных нодулярным дерматитом принимает серьезный оборот. Об этом на неделе говорили на совещании правительства. Обращаясь к главам городов и районов, Абубакар Идильгириев отметил, что необходимо в срочном порядке принять меры по предотвращению распространения болезни. Она уже охватила все районы Чечни. В республике уже погибло более 900 голов крупнорогатого скота и еще 2200 больны. По словам ветеринара, восстановить нодулярный дерматит сможет только вакцина. В настоящее время она находится на стадии разработки. Из-за болезни снизилось не только поголовье, но и сократилась продажа фуражного зерна и налоговые поступления. В конечном итоге страдает республиканский бюджет и потери несут мелкие крестьянские хозяйства, отметил премьер-министр. Какая работа проводится по предотвращению распространения этой болезни, как с ней бороться и откуда она появилась? В интервью нашей программе рассказал советник начальника управления ветеринарии правительства Чечни Адам Чукаев. Адам, этот год в сельском хозяйстве, ну скажем так, для крупного мелкого рогатого скота нашего региона знаменовался появлением тех или иных вирусов. Последний из них это вот у всех на слуху, это нодулярный дерматит. Вот что это такое, что за болезнь, кого она поражает и откуда эта болезнь появилась вообще? Ну, нодулярный дерматит – это инфекционное вирусное заболевание крупного рогатого скота. В странах Африки зебовидный скот, так называемый. Болезнь характерна для стран Южной и Западной Африки. В прошлом году из республики Дагестан заболевание проникло в граничащих районов с Азербайджаном, Тлератинский район Дагестана. Это было в апреле прошлого года. В сентябре прошлого года мы ее обнаружили в станице Калиновская Наурского района. Ну, количество заболевших животных было немного по сравнению с этим годом. Главным фактором переноса и передачи животным этого заболевания являются кровососущие насекомые. А вот чем характерен сам вирус, вот в чем он проявляется и опасен ли он для мелкого рогатого скота или только для крупного рогатого скота? Ну, в условиях Российской Федерации, в нашей республике, в регионах юга России, мы наблюдаем заболевание только одного крупного рогатого скота. Значит, сведения о заболевании других видов скота, мелкого рогатого скота, лошадей и других животных мы не имеем и, насколько я знаю, на территории Российской Федерации не регистрируется. А как она проявляется? В чем, вот, как заболевает скот? Ну, заболевание, как и любое инфекционное заболевание, имеет инкубационный период, то есть с момента заражения до появления признаков заболевания. Ну, он до 2 недель может длиться. Первые признаки повышения температуры, слюнотечение возникает, конъюнктивиты возникают, потом вслед за этим по всему кожному покрову образуются бугорки небольшого размера, но насыщенные такие. Животные резко снижает продуктивность, худеет, смертность достигает до 10% от заболевших животных. И чаще всего это мы наблюдаем, когда одна болезнь, нодулярный дерматит, наслаивается на другие хронически протекающие болезни. Животное больно, имеет болезнь, но оно не выявляется, но все равно она имеется. Вот когда имелась болезнь и еще нодулярным дерматитом, вот такая форма она и вызывает, не оставляет шансов на выздоровление. Кстати, о смертности. Вот, какой ущерб вот этот вирус уже успел принести? Ну, в условиях нашей республики, значит, мы зарегистрировали заболевших где-то в пределах 10 200 голов крупного рогатого скота различных возрастов. Упавших зарегистрировано 970 голов. Ну, в целом это 9% от заболевших животных. Это официальные цифры? Да, это официальные цифры. Возможно, есть и те факты, когда владелец животного не оповещает ветеринарную службу, мы не исключаем такие факты, и что количество заболевших животных могло быть больше. А вот ходят слухи, говорят, что вот в основном, скорее всего, это касается частного сектора, хозяева, у которых есть падеж скота, что они не закапывают
в сточные воды чуть ли не выбрасывают. Выявлены ли такие факты вообще? И второе, это как должно происходить утилизация этих погибших уже животных? Ну, утилизация павших животных должна проводиться или в скотомогильниках, так называемых биотермических ямах, или же подвергаться уничтожению путем сжигания. У нас есть отдел регионального Госветнадзора, которые именно по этой теме выезжают в населенные пункты, устанавливают факты нарушения утилизации трупов павших животных и привлекают к ответственности виновных. Такие факты имеют место быть, и на постоянной основе отдел в этом плане работает. Вот интересы для всех актуальный вопрос. Опасен ли этот вирус или это мясо и другие молочные продукты заболевшего животного для здоровья человека? Могут ли они попасть на рынок? Если даже попадут какими-то путями, то опасно ли это для человека? Вот здесь что можно сказать? Ну, при наличии клинических признаков нодулярного дерматита мясо от убитых животных имеет невзрачный вид, имеет, в общем, цветовой оттенок. Естественно, для покупателя это мясо не привлекательно, и оно не имеет товарного вида. Да. Фальсифицировать этим практически невозможно. А вот когда в состоянии инкубационного периода, когда нет признаков заболеваний, и так случилось, что животное забили и мясо поставили на рынок, когда ветврач на осмотре не замечает никаких признаков, на этот счет мы имеем письмо из департамента ветеринарии, что в таких случаях, в таких случаях мясо от вынужденно убитых животных при отсутствии признаков заболевания под свободную реализацию. Можно, то есть не опасно для? Да, оно опасность не представляет. А молочные продукты, творог, молоко? Вообще-то корова перестает доиться, когда сильная картина нодулярного дерматита. Ну а если она доится, то молоко можно кипятить и использовать на топленое масло в случаях, если оно не изменило цвет, запах, если нет постороннего цвета и запаха. Ну а в других случаях оно уничтожается. Сейчас сам вирус в какой стадии? Пик, спад, что здесь? Как и любая инфекционная болезнь, у нас наблюдался пик заболеваемости. Мы так наблюдали, приходился на вторую декаду июля. После второй декады июля заболеваемость сократилась, и ежедневно мы собираем информацию, она идет на спад. Наука еще занимается изготовлением вакцины против этой болезни. Мы думаем, к концу года мы ее получим. Ну, проведем эффективное мероприятие, и с этим недугом, я думаю, мы справимся. В следующем году этого у нас не будет. Ну, будем надеяться. Спасибо о том, что нашли время ответить на наши вопросы. И удачи вам в работе. В горах Нажиюртовского района идет подготовка к большому событию. В следующие выходные там пройдет фестиваль «Биноевская весна». Он посвящен памяти первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова, которому 23 августа исполнилось бы 65 лет. Проект по возрождению национальной культуры чеченского народа становится ежегодной традицией, и глава республики уделяет ему огромное внимание. На неделе он встретился с ответственными лицами и спросил, как идет подготовка. Поинтересовалась этим и наша съемочная группа. Слово Магомеду Ламаркаеву. Биноевские горы в ожидании гостей. Ежедневно на место выезжают ответственные должностные лица. Возводятся специальные конструкции для участников концерта, расчищают территорию для спортивных соревнований. Желающие могут принять участие в 14 национальных видах спорта. Участвует еще 425 участников, по 25 человек с каждого района, плюс город Грозный и Аргуналь. 17 команд. Ишта 17 команд на восхождению по 10 человек с каждого района. Любители конного спорта также смогут оспорить ценные призы. Планируется 7 заездов, победители каждого из которых получат автомобили и денежные вознаграждения. Владельцы скакунов и жокеи из Чечни и других регионов страны уже подали заявки. Скачки здесь будет проходить 3 заезда. Один заезд будет на 3 круга, другой заезд на 5 кругов. И на 7 кругов будет такой любительский заезд, там только полукрон лошади будет участвовать. Расстояние круга где-то 1100 метров, наверное, будет. И круг очень такой тяжелый. И в каждой скачке будут ценные призы, автомобили будут.
Те, кто не успеют посетить Биноевскую весну, смогут наблюдать за происходящим в эфире. Для этого на месте проведения масштабного мероприятия уже развернут лагерь и передвижная студия ЧГТРК «Грозный». Учитывая всю важность и масштабность этого мероприятия, силами Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, особенно силами телевидения ЧГТРК «Грозный», нашего легендарного телеканала, телерадиоканала, мы, в общем-то, сегодня здесь саккумулировали очень серьезные силы и приложены все необходимые усилия в техническом обслуживании, в освещении вот того грандиозного мероприятия, которое имеет сегодня для чеченского народа исключительный идеологический и политический смысл. На очередном заседании оргкомитета в Биное обсудили подробности предстоящего грандиозного мероприятия. Здесь же стало известно, что в ближайшее время будут подведены итоги конкурса «Общество Биной в истории и культуре чеченского народа». Отборочный Бабу, итоги конкурса «Общество Биной в истории и культуре чеченского народа». Сега номинацию, сега определительный жюри Шойбу, предварительный итог шинат олчаха хузах ширбенаха чекер итог подвести на халабу нах билгобо. Больше всех предстоящему фестивалю рады местные жители. Они уже готовятся принять многочисленных гостей и показать исконно чеченское гостеприимство. Юртана из-за чего пойдет фестивалю он элча тигаха مسومتر حيشي بوغي كيل حيشي بوزر خل أق إشتاقتي حيش سمق دالر إشتعن قيتر نسلا مساتي يرتر باغر خوش أوغ سمق دالا بوه بلخ دوند مسو أروال دوند سأسن بوه بيش بوه تنو يو لاتوش دوند كيتشيش يو مسو أور دوند شو تخش أوغ دقي دوق دوند هر يرت قاستاين يو يرت وارنا. Мы в прошлом году были на фестивале, очень понравилось. Сейчас тоже мы узнали, что будет проводиться фестиваль. Осталось впечатление самое такое прекрасное. Также, по словам руководителя оргкомитета Мусы Ахмадова, работы по подготовке на каждом участке идут с опережением графика. 3 площадки в конце следующей недели в полной мере будут готовы встретить гостей и участников фестиваля, приуроченного к 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Магомед Ламаркаев, Ясмина Гацаева и Джамлайл Хаджалиев. Новости 7. Была бы идея, а воплотить ее в жизнь поможет государство. Только та самая идея должна быть интересной, прибыльной и перспективной. Именно такую и разработали молодые ученые из нефтяного университета, за что и получили грант Всероссийского форума «Территория смыслов». Свой бизнес начинающие предприниматели намерены развивать на базе бизнес-инкубатора ЧГУ при поддержке нефтяного технопарка. Эта площадка стала своего рода поддержкой для тех, кто хочет начать собственное дело. Подробнее Хадижа Гугуева. Все. Ломали Шедаев – выпускник нефтяного университета, член Совета молодых ученых Чеченской Республики, а с недавних пор и обладатель гранта Всероссийского форума «Территория смыслов» на Клязьме. Свой проект Ломали разработал совместно с коллегой Асланом Абуевым в прошлом году. Изначально он был представлен на региональном конкурсе «Научно-техническая творческая молодежь». Удостоившись высшей оценки жюри, молодые ученые решили продолжить свою деятельность и представить проект на форуме «Территория смыслов». Здесь их идею встретили не менее восторженно и поощрили грантом в размере 300 тысяч рублей. В последние годы молодежь не интересуется непосредственно ремесленничеством. Это направление, которое сохраняет нашу культуру, нашу историю. Поэтому мы задались вопросом, как мы можем привлечь молодежь в данную сферу. И, соответственно, решили использовать новые технологии в производстве непосредственно старинных изделий, то есть сочетание истории и новых технологий. Соответственно, на первом этапе мы совершали множество ошибок, соответственно, старались работать с Китаем, так как себестоимость продукции, не секрет, что получается намного дешевле, если заказывать отдельные изделия из Китая, составляющие. Но, к сожалению, из-за кризиса экономического мы были вынуждены уже
так скажем, сменить наши интересы, сменить направление деятельности и заняться непосредственно производством самой республики. На данный момент проект находится на первой стадии воплощения в жизнь. Молодые люди уже разработали модель будущей сувенирной продукции и теперь активно занимаются привлечением инвесторов. Дальнейшая реализация их проекта будет осуществляться на базе бизнес-инкубатора ЧГУ при поддержке технопарка нефтяного университета. Поддержка молодежных инициатив на федеральном и региональном уровне, на мой взгляд, позволит вовлечь наиболее активную часть молодежи в созидательном процессе нашей республики. Это отвечает и концепции социально-экономического развития Российской Федерации. И, безусловно, такого рода поддержка, которая нам была оказана на форуме «Территории смыслов», позволит нам реализовать данный проект. Нефтяной вуз – настоящая кузница талантов. На сегодняшний день университет является активным участником всевозможных конкурсов, начиная от региональных и заканчивая международными. Стоит отметить и то, что ребята, представляющие свои проекты на различных форумах, никогда не возвращаются без призового места. Начиная с этапа восстановления системы вузовского образования в республике, это с начала нулевых, особое внимание уделяется созданию условий для не только качественного учебного процесса, но и для научно-исследовательской студенческой работы. Если назвать наиболее известные лаборатории нашего вуза, собственно, эти лаборатории являющиеся такой площадкой для реализации своего творческого научного потенциала, площадка для студентов и аспирантов. Такие я назвал как лаборатория нанотехнологии, наноматериалы. Это центры коллективного пользования, где установлено новейшее оборудование, уникальное в своем роде на юге России. Далее это лаборатория, научно-исследовательская лаборатория экономического анализа, лаборатория строительного факультета. Хочу отметить лабораторию механики грунтов, лаборатория геолого-промыслового факультета. Также успешно функционирует лаборатория нефтехимико-технологического факультета и отдельные структуры технопарка ГГНТУ. Строительная лаборатория при нефтяном университете осуществляет свою деятельность в 3 направлениях. Это научно-исследовательские работы, практические и лабораторные занятия студентов, а также проведение испытаний строительных материалов. Данный научно-технический центр имеет в структуре аккредитованную испытательную лабораторию, которая называется «Строительные материалы и конструкции», который получил аттестат аккредитации еще в мае этого года и занимается проведением испытаний физико-механических, структурных, эксплуатационных свойств строительных материалов. Данный научно-технический центр оснащен современными лабораторным, испытательным, вспомогательным и оборудованием. Это более 150 наименований оборудования. На основе лаборатории провели испытательные работы и защитили квалификацию доктора наук 4 сотрудника. Также здесь трудятся порядка 10 кандидатов технических наук. На сегодняшний день они тесно сотрудничают с несколькими строительными площадками республики. Наиболее крупная из них – высотный комплекс «Ахмат Тауэр». Лаборатории тестируют бетонные и арматурные конструкции, которые используются при заложении фундамента комплекса. Хаджират Гугуева, Магомед Сульманов и Алаш Издамиров. Новости 7. На этом все. Смотрите нас в следующее воскресенье. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Адик Йолша.